Добрый вечер. Новости на вашем канале. В студии Елена Кобзева. И Джолдош Исаков. И вначале коротко о главном. Демонстративное игнорирование или явное неуважение. Накануне ОБСЕ вновь предоставила слово Кадыржану Батырову. И это почти сразу после череды резких заявлений со стороны Кыргызстана. Референдум на 4 декабря. Долгое обсуждение в профильном комитете выявило, что причин задерживать принятие этого решения нет. Уже 7 октября документ обсудят на палате. Бунт, заложники и побег. На подавление бунта заключенных направлены бойцы спецназа «Омега» и сводного отряда «КСИН». На территории колонии номер 8 прошли учения. Сделать из 8 трешек 21-шек или сдать в аренду, или предоставлять как служебное жилье. Изъятая недвижимость Наримана Тюлеева перешла на баланс мэрии. Алмазбек Атамбаев продолжает лечение в Центральной клинической больнице Управления делами президента России в Москве. По данным пресс-службы главы государства, Алмазбек Атамбаев может выписаться уже в конце этой недели. Напомним, президент находится под наблюдением специалистов ЦКБ, которые ранее проводили у него обследование и лечение болезни сердца. К лечению аритмии был привлечен академик Российской академии медицинских наук профессор Ивишвили. На данный момент проблемы, связанные с аритмией сердца, полностью купированы. В динамике врачи отмечают значительное улучшение состояния Алмазбека Атамбаева. По заключению врачей, состояние президента оценивается как удовлетворительное, и он может быть выписан уже в конце этой недели. Совместно с московскими специалистами в лечении также участвует заместитель главного врача по лечебной части клинической больницы Управления делами президента и правительства, доктор медицинских наук, кардиолог Гульмира Баитова. Предстоящий референдум в очередной раз стал поводом для перепалок среди депутатов Джугурку-Кенеша. Сегодня парламентский комитет по конституционному законодательству рассмотрел проект закона о назначении даты референдума. Казалось бы, простой технический документ, прописывающий, что плебисцит состоится 4 декабря и содержащий в себе формулировку вопроса, вынесенного на всеобщее голосование. Но и тут все оказалось непросто. Противники референдума в очередной раз попытались сорвать утверждение документа, мотивируя тем, что процедуры были нарушены. Инициаторы же заверили, что все правила соблюдены и переживать не о чем. Игорь Потанин следил за прениями сторон. Вопрос, ставить ли закон о назначении даты референдума в повестку комитета, стал, пожалуй, самым обсуждаемым. Больше часа народные избранники, входящие в профильный комитет, пытались перетянуть коллег на свою сторону. Пока противники утверждали, что закон этот обсуждать никак нельзя, потому что сами поправки еще не прошли все необходимые процедуры, инициаторы закона напоминали коллегам, что отнюдь все юридические аспекты внесения документа они учли. Мы направили документ в Конституционную палату и в правительство, поэтому мы ничего не нарушаем. Если будут возражения по какой-то статье, давайте их обсудим. Две большие экспертные группы над ним работали, юристы и лингвисты. Силами этих людей подготовлен этот документ. Все необходимые экспертизы были проведены. Однако противники инициативы референдума не унимались. Среди основных доводов, которые приводят оппоненты инициаторов, большинство полномочий президента сохранены. А это, по их мнению, означает узурпацию власти. Такая точка зрения вызвала недоумение даже у парламентских оппозиционеров. О какой узурпации идет речь, если основные рычаги переданы в руки правительства и Джугурку-Кенеша? Полномочия президента ослаблены. Например, если раньше в случае обращения премьер-министра с просьбой об отстранении от должности члена правительства президент мог и не согласиться, то теперь, если президент не даст согласия, премьер может обратиться по этому поводу к лидерам фракций. И если раньше у президента было право освобождать генерального прокурора, то теперь для этого достаточно решения Джугурку-Кенеша. Для принятия решения нужен 61 голос. Однако данные доводы не удовлетворили противников. В качестве аргумента депутаты опять припомнили, что не были проведены общественные слушания, а они обязательны. Кроме того, еще не готово заключение Конституционной палаты и правительства. Представитель президента в Джугурку-Кенеше напомнил законодателям, что народные избранники регулярно принимают законы, не дожидаясь заключения Кабинета министров. А значит, манипулировать этим фактом неправильно. В итоге накал в дискуссии удалось снять. Вплоть до точки и запятой мы не должны обсуждать. Конечно, после обсуждения документ будет поддержан. Он пройдет и на заседание парламента. Но чтобы провести референдум, нужно утвердить процедуру, чтобы Конституцию потом не смогли упрекнуть в нарушениях. По итогам обсуждений депутаты поддержали проект закона о назначении референдума.
Теперь документ будет внесен на рассмотрение палаты. Однако до референдума закон еще пройдет процедуру парламентских слушаний. Их назначили на 7 октября. Игорь Потанин, Бакыт Кушалиев, НТС. Комитетом по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам принят и отправлен на рассмотрение палаты еще один законопроект, предлагающий изменения в закон о выборах. Несколько пунктов в этот закон предлагают депутаты из фракции «Республика Атаджурт». Главный из них – это увеличение избирательного порога с 7 до 10%. Однако, по словам Мирлана Дженчуроева, учтя некоторые пожелания, порог установили на отметке в 9%. Это, как утверждают инициаторы, заставит 200 мелких партий, существующих в стране, укрупняться. А вот возможность единожды изменять списки уже после оглашения итогов выборов вызвала у некоторых депутатов опасения, в частности, у парламентариев женщин. В ответ лидер Республики Атаджурт Омурбек Бабанов предложил альтернативу, согласно которой депутата можно лишить мандата только при его личном присутствии в ЦИК при подаче собственноручно подписанного заявления. Эта жизнь показала, что нужно вносить изменения в закон о выборах. Никто не знает списки кандидатов. Мы говорим, что списки должны утверждаться за 30 дней. Всем условия должны быть одинаковы. А то приносишь заявление в ЦИК, а он не исключает кандидатов. Во-вторых, зачем повышать порог? Сегодня нет политической стабильности. Люди путаются. Мы снизили порог с предлагаемых 10 до 9. Партии, которые наберут 9%, пройдут в парламент. Депутаты Кыргызстана выступят с протестом на заседании ОБСЕ и ПАСЕ. Поводом для этого, отметим, стало игнорирование со стороны ОБСЕ всех возмущений нашей страны в вопросе с Кадырджаном Батыровым. Напомним, накануне Бюро по правам человека этой европейской организации вновь предоставило свою трибуну для выступления разыскиваемого международного преступника. В знак протеста глава нашей делегации Мира Карыбаева демонстративно покинула зал, и это несмотря на то, что буквально за день до этого генсек ОБСЕ извинился, цитата, «за казус» и обещал разобраться в вопросе. Тем временем некоторые эксперты призывают наших дипломатов выразить в адрес европейской организации более жесткие протесты. Подробности далее. Все предыдущие возмущения Кыргызстана относительно выступления Кадырджана Батырова неделю назад на конференции ОБСЕ в Варшаве организация, мягко говоря, просто пропустила мимо ушей. Потому как накануне там же в рамках совещания Бюро по демократическому измерению и правам человека ОБСЕ преступнику, который здесь осужден на пожизненный срок за разжигание межэтнических столкновений, вновь дали слово. Более того, в аккурат после протеста Миры Карыбаевой, заместителя руководителя аппарата президента Кыргызстана. Спасибо. Кыргызстан, Кадырджан Батыров. Такого неуважительного отношения со стороны ОБСЕ к Кыргызстану, пожалуй, еще никогда не было. Причем, как выясняется, Батырову повторно дали выступить даже после личного обращения министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева к генсеку ОБСЕ Ламберто Заньеру в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН. И Заньер, кстати, принес свои извинения и обещал разобраться в этом вопросе. Как выясняется, это были просто слова. Кыргызстану в сотрудничестве с ОБСЕ удалось достичь многих и блестящих успехов. Однако БДИПЧ ОБСЕ своей политикой провоцирует конфликт, который может привести к дестабилизации ситуации и непредсказуемым последствиям в нашей стране. Если сегодня БДИПЧ так поступает по отношению к Кыргызстану и другим странам, то не исключено, что в его мероприятиях в будущем будут принимать участие и представители террористов из ИГИЛ, погрязших в ужасающих весь мир кровавых преступлениях против человечества. Разумеется, ОБСЕ – авторитетная международная организация в мире. И политизировать вопрос с Батыровым, как говорят отечественные эксперты, совершенно бесполезно. Но молчать уже не приходится. И ладно бы действительно дали слово политическому беженцу. Но Батырова, как уголовника, хотят привлечь к ответственности сразу в 3 странах. Узбекистанские силовики. Например, его ищут за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Российские власти – за мошенничество в особо крупном размере. А в Кыргызстане он приговорен к пожизненному заключению за совершение особо тяжких преступлений. Но почему-то вот на Западе считают, что все те люди, которые критикуют власть, центральная, ну, в частности в Кыргызстане, они обязательно должны быть демократами. Независимо, что это уголовники, там, преступники. Почему-то вот такое отношение. Если бы вот такое преступление совершили бы на Западе, ну, наверняка Запад не стал бы давать им трибуну, более того, наказали бы по всей строгости. Это, вот, я думаю, это относится к понятиям двойным стандартам.
Мне кажется, то, что ОБСЕ дает выступить международному преступнику и мошеннику, это часть большой грязной политики. Например, мы ведь хотим провести конституционную реформу, прописать в ней наши традиционные семейные ценности, а наши якобы партнеры выступают против. В любом случае, даже если это и так, недопустимо, чтобы преступникам давали площадку для провокаций. Кстати, на следующей неделе члены парламентского комитета по международным делам инициируют встречу с главой бишкекского офиса ОБСЕ Сергеем Капиносом. Более того, по вопросу Батырова ряд депутатов намерены выступить и на самих заседаниях ОБСЕ и даже парламентской ассамблеи Совета Европы. Манас Ачгитов, Александр Симонов, НТС. 8 квартир бывшего градоначальника Наримана Тюлеева теперь перейдут на баланс мэрии. Единогласно и, можно сказать, без обсуждений такое решение сегодня приняли депутаты Гор-Кенеша на 33-й сессии. За счет этой недвижимости, в том числе, муниципалитету возмещен ущерб, который нанес бывший мэр. Использовать элитное жилье общей квадратурой более 900 квадратных метров мэрия Бишкека планирует как служебные, без права дальнейшей приватизации. Кому могут достаться апартаменты в мэрии, пока не говорят. В повестке 33-й сессии городского Кенеша было заявлено 10 вопросов. Наверное, самый интересный из них решал судьбу 8 квартир, конфискованных у Наримана Тюлеева. Напомним, бывшего градоначальника осудили на 11 лет колонии усиленного режима. Правда, весь срок он не отсидел. Родственники возместили весь ущерб, нанесенный государством, а это более 60 миллионов сомов. Часть этой суммы была выплачена наличными, а часть – недвижимым имуществом. Данные квартиры были по решению Ленинского суда конфискованы в пользу государства в 2013 году. Согласно распоряжению правительства, они были переданы в государственную собственность. И после этого мэрия города Бишкек обратилась в фонд государственного имущества с просьбой передать эти квартиры в муниципальную собственность, так как ущерб был нанесен муниципальному бюджету. Решение по 8 трехкомнатным квартирам Наримана Тюлеева, расположенных по улице Московская, 191, депутаты Гор-Кенеша приняли без обсуждения. Трехкомнатные апартаменты общей площадью свыше 900 квадратных метров теперь перейдут в муниципальную собственность. В ходе обсуждения из наших коллег один коллега дал очень хороший совет о дальнейшей судьбе этих квартир, так как 904 квартиры – это всего лишь 8 квартир квадратных метров. Минимальной стоимости на сегодняшний день, по нынешней стоимости, это около 30 миллионов сомов. Поэтому, чтобы рационально использовать эти квадратуры в центре города, можно бы в дальнейшем его продать на аукционе. Вырученные суммы, то есть около 30 миллионов сом, но можно еще дополнительно найти средства и построить однокомнатные квартиры, так как не 8 семей обеспечили, уже больше 20 семей. Столичные депутаты также дали свое согласие на принятие в муниципальную собственность здания Международного университета Кыргызстана. Некоторые даже тут же нашли ему применение. Посетовав на то, что в здании муниципалитета тесно, предложили разместить Гор-Кенеш в МУКе и не забыть предусмотреть места для парковки. Конечно, сейчас на данный момент здания для служб и органов муниципалитета не хватает. Но еще есть вторая сторона важная. Здесь историческое здание. Мы историческо-культурное здание должны сохранить. И оно очень в плачевном состоянии. Вот этот купол, который в углу, он может через несколько лет обрушиться. И поэтому мы должны принимать и давать согласие. Наряду с этим столичные депутаты рассмотрели немало и других хозяйственных вопросов, такие как обращение горожан, например. Отметим, что 33-я сессия для бишкекского Гор-Кенеша может оказаться последней. В декабре срок полномочий этого созыва депутатов заканчивается. Анастасия Соболева, Манас Бакешев, НТС. Министр на месте и уходить не собирается. Слухи о его отставке сегодня опровергли в пресс-службе МВД. По его словам, ныне действующий глава правоохранительных органов Кашкар Джунушалиев поддерживает проводимые в министерстве реформы. Он намерен приложить все усилия и довести начатое до логического конца. У всего личного состава к нему уважительное отношение, и они полностью поддерживают те инициативы по изменению в работе ведомства, которые сегодня предлагает Джунушалиев. В пресс-службе также подчеркнули, что министр
министр далек от политики и не поддерживает интересы каких-либо партий. Он занимается обеспечением общественного правопорядка и безопасности граждан. Около сотни бойцов спецназа и сводного отряда Государственной службы исполнения наказаний сегодня продемонстрировали, насколько они готовы противостоять толпе уголовников, поднявших организованный бунт прямо на территории колонии. Несмотря на всю реалистичность массовых беспорядков, еще и с захватом заложников, это на самом деле было тренировкой для ребят спецназа «Омега» при ГСИН. Учения прошли сегодня в исправительной колонии номер 8 в селе Петровка Московского района. Сотрудники ведомства отрабатывали схемы подавления бунта, освобождения заложников и предотвращения побега арестантов из мест заключения. В ходе операции сотрудники использовали специальные щиты и шумовые гранаты. Считанные минуты и преступники возвращены в камеры. Ожидать новых приговоров. Наши корреспонденты оценили готовность ГСИН. Светошумовые гранаты и боевые патроны. Массовые беспорядки в колонии номер 8 усиленного режима. С захватом заложников и противопожарной машины для побега. Все как в реальности. Переговоров с бунтовщиками не ведут. Силовое подавление бунта занимает несколько минут. Предполагаемых организаторов этапирует следственный изолятор. Против них будут возбуждены новые уголовные дела по факту организации беспорядков. За последние 4 года у нас не было таких массовых выступлений. Последний раз это происходило в январе 2012 года в СИЗО-1. Тогда также был задействован отряд спецназа «Омега», который пресек все действия. Но последнее время не было ничего, но боеготовность отряда надо поддерживать регулярно. В беспорядках в СИЗО номер 1 тогда участвовало около 700 заключенных, а это половина населения тюрьмы. Несколько человек было ранено. Бунт тогда вылился в голодовку заключенных, которые моментально подключились почти все исправительные колонии республики. Чуть меньше года назад уже в СИЗО номер 50 произошел массовый побег заключенных. Из спецназа дополнительные отряды военнослужащих ГСИН прибыли уже, когда заключенные сбежали. Согласно официальным показаниям, сигнал о побеге поступил поздно, и беглецам, возможно, кто-то помогал. В результате инцидента в общей сложности погибло 13 человек, в том числе один мирный житель. До событий, произошедших в колонии номер 50, такие плановые учения также проводились, но теперь мерам безопасности уделяется еще больше внимания. Чтобы преступники не смогли сбежать, усиленно обучается личный состав. Кроме этого, строятся современные КПП, устанавливаются металлоискатели и заглушки для телефонных переговоров. Кроме подавления беспорядков, освобождения заложников и пресечения побега с помощью служебных собак, спецназовцы ГСИН «Омега» отрабатывают элементы отражения нападения извне. Если же реальные беспорядки грозят перерасти в что-то более масштабное и справиться с ними своими силами не удается, к подавлению бунта в любой момент могут подключиться бойцы Департамента охраны и конвоирования и внутренние войска МВД. Болт Исаев, Алтыбек Анабекулу, НТС. Тарифы на свет и горячую воду не возрастут, но и не уменьшатся. Об этом сообщили в госагентстве «Подтек». Расчеты производятся по ранее принятой тарифной политике, которая была принята на 2014-2017 годы. Напомним, ранее появлялась информация о возможном повышении платы за электричество и горячую воду. Но в связи с экономической ситуацией в стране тариф решено оставить без изменений. Отменять лимит в 700 киловатт-часов пока также не планируется, хотя некоторые депутаты Джугурку-Кенеша предлагали это сделать, отметив, что нехватки объема воды в Токтагульском водохранилище уже нет. Тем не менее, до конца года за потребление электроэнергии до 700 киловатт-часов в месяц ее стоимость за киловатт составит 77 тыинов. При превышении лимита по 2 сома 16 тыинов. Стал инвалидом вследствие несчастного случая на рабочем месте. У Марифа Убайдулаева вот уже 30 лет вместо одной ноги протез, а на второй отсутствуют пальцы. Работая на железной дороге, он был покалечен тепловозом. Случилась эта беда в далеком 1985 году. Долгое время мужчина лечился, но все-таки сумел встать, хоть и на покалеченные ноги.
Ош Темирджолу и сегодня выплачивает своему работнику за трудовые увечья. Ежемесячно к зарплате он получает 500 сомов. А вот о том, что инвалиду третьей группы была положена еще и пенсия по инвалидности, в соцфонде умалчивали. Помимо того, что в течение 30 лет его лишали столь необходимой ему финансовой помощи, как-то раз Марифа Убайдуллаева соцфонд и вовсе внес в список скончавшихся. Мариф Убайдуллаев последние 30 лет соблюдает строгую диету, чтобы не набрать вес. В противном случае при наличии лишних килограммов ему будет сложно передвигаться, ведь у него отсутствует часть одной ноги и пальцы на второй. Еще в 1985 году мужчина получил трудовое увечье. Тогда он работал в организации Орта Азия Темирджолу. Мариф чистил рельс, как вдруг услышал звук быстро приближающегося тепловоза. Мужчина не успел сойти с путей, и поезд покалечил его ноги. Работать в Ош Темирджол он продолжает и по сей день. В качестве возмещения ущерба, причиненного его здоровью, на рабочем месте ему платят компенсацию в размере 500 сомов, а вот пенсию по инвалидности от государства он не получает. Как-то однажды я спросил у бухгалтера на работе, когда мне поднимут пенсию. Мне ответили, что организация выплачивает не лишь компенсацию, а по поводу пенсии посоветовали обратиться в соцфонд. Все эти годы Убайдуллаев не знал своих прав, а в соцфонде не соизволили ему их объяснить. В тот же год после лечения он обращался в соцфонд, где ему выдали трудовую книжку инвалида третьей группы, но пенсию не платили. Через 10 лет он еще раз обратился в соцфонд, чтобы узнать о пенсии, и узнал, что уже год числится в списке умерших. Оказывается, меня признали умершим еще в 1995 году. Через год мне пришлось доказывать, что я жив и что я инвалид. Тогда мне выдали новую книжку, то есть через год. С тех пор прошло 20 лет, но пенсию мне так и не начислили. Я и сам ничего не знал, и никто мне ни слова ни разу не сказал. Почему соцфонд допустил такое? Намеренно или случайно? Никто из руководства объяснить не захотел, отметив лишь, что данный факт сейчас рассматривается в Бишкеке. На вопрос, выплатят ли Убайдуллаеву пенсионные деньги за все положенные годы, сослались на какое-то положение закона, по которому он может рассчитывать лишь на выплаты за последние 3 года. После чего Убайдуллаев написал заявление в Волжскую городскую прокуратуру и Волжское представительство института омбудсмена. Мы направили заявление Убайдуллаева в Волжскую городскую прокуратуру. Они начали следственные мероприятия. Если по итогам следствия выявят состав преступления, возбудят уголовное дело. Между тем мы тоже обратились к представителю Республиканского соцфонда. Мы намерены следить за действиями организаций, которые должны решить этот вопрос, и до конца помогать гражданину Убайдуллаеву отстаивать свое право на компенсацию. Соглашаться на выплаты лишь за последние 3 года Убайдуллаев не намерен. Тем более, что начисления ему не платили не по его вине. Он не раз обращался в соцфонд, предъявляя все необходимые документы. В этой связи, считает Мариф, он вправе истребовать с организации выплаты за все 30 лет. Гульджан Алтмышбаева, Бекджан Тохтосунов, НТС Ош. Эстрадная скрипка, она же инструменталистка Лана. В гостях у столицы известная казахстанская виртуозная исполнительница. Несмотря на то, что девушка не первый раз в нашей стране, в очередной раз приятно удивлена гостеприимству и теплому приему кыргызстанцев. Всех поклонников инструментальной музыки Лана обещает удивить оригинальными выступлениями и своей неподражаемой игрой. В интервью нашему каналу музыкант откровенно рассказал, от чего ей стоило убедить коллег в том, что эстрадная скрипка может иметь успех. Свое место в оркестре она променяла на инструментальное исполнение. За 20 лет на сцене посчастливилось пережить многое, от выпуска первого сольного альбома и до рождения сына. О формуле успеха со скрипкой в руках в специальном интервью Алексея Немашкала. Поверить трудно, что эта виртуозная скрипачка свой путь к музыке начинала с постукивания пальчиками по детскому стульчику. Воображаемым музыкальным инструментом было не что иное, как фортепиано. И если бы не одно обстоятельство, то мир, возможно, узнал бы не о скрипачке, а о пианистке Лане. Берет стульчик. Стульчик напоминает по форме геометрическое
форма пианино, да, я брала стульчик, переворачивала книжку и играла, как будто бы я пианистка, и мне хотелось учиться на фортепиано. И мама с папой отвели меня в музыкальную школу. По классу фортепиано меня не взяли, потому что я была переростком, мне было уже 8 лет, и предложили поступить в музыкальную школу по классу либо скрипки, либо виолончели. Стремление получить высшее образование плавно перешли в заветные мечты о консерватории. По баллам тогда еще абитуриентка Карлана Кунсеркина прошла, возглавляя список счастливчиков. 36 баллов при достаточных 31. Однако строгость и академическая дисциплина не позволяли талантливой студентке выйти за рамки обыденности. Непреодолимое желание выделиться и найти собственный творческий путь сыграли свою роль в жизни будущей сольной артистки, что называется, на все 100. В консерватории нас за это ругали, нас на экзамен могли не допустить, если у нас маникюр на руках, если у нас хотя бы немножко отросли ногти. На сцене, на академической сцене, не как у нас в эстраде, на академической сцене нельзя выходить без чулок. Да, ты ни в коем случае голые ножки. Я в эстраде, слава богу, я даже на сцену выходила босиком. В рядах оркестровых скрипачей постепенно становится неинтересно, грядут большие перемены. Нужна была другая цель, новая вершина, и здесь не обошлось без знака свыше. Как бы банально это ни прозвучало, действительно приснился сон, что там вот во сне в красном платье я играла танго в такой классной аранжировке, я проснулась, вот этим я хочу заниматься. Ну а дальше сольный проект. Из классики в инструменталисты, соединяя звучание скрипки и поп-музыки. Как рассказала Лана, необходимый для карьерного старта бюджет у нее был. Нашлись и нужные люди, профессионалы, продюсеры и композиторы. Они же старые верные друзья, которые поддержали ее идею – дать скрипке эстрадную жизнь. В 1996 году проект доказал, что коммерчески успешен. Мы записывали на самых лучших студиях. Мы снимали первые клипы у Алексея Берковича. На тот момент, чтобы, я не знаю, чтобы вам понятно было его работа, это, например, Джулия Студио. Тогда мы взяли все самое лучшее, получился на тот момент хороший продукт. Это потом я уже так пересматривала, думаю, вот здесь надо было по-другому, здесь надо было так. Однако в основе успеха инструменталистки Ланы – годы труда и репетиций. Она, как и прочие знаменитые музыканты, отлично помнит дни, когда играть приходилось по 10 часов. И в прямом смысле опустить руки, чтобы немного отдохнуть, ей удавалось лишь в промежутках для перекуса. Большие изменения случились после появления в жизни Ланы ее супруга Константина Саркисяна. В прошлом спортсмен и тренер, преподаватель актерского мастерства всегда знает, как поддержать супругу в трудную минуту. Это единственный человек в мире, кому я вообще задам вопрос, чтобы получить ответ. После Бога. Она вторая. Все остальные обращаются ко мне с вопросами. А я спрашиваю только либо у Бога, либо у нее. Любимый супруг и сын – вот те люди, ради которых она идет уверенным шагом. Первым делом это семья, а потом все остальное – и сцена, и поклонники, и амбиции. Всегда, даже когда у меня была очень высокая активность в карьере, я всегда в приоритете, у меня была семья. Я считаю, что женщина все-таки, ее первая задача – это хранительница домашнего очага. Это мама, жена. И, конечно же, если женщина реализовалась как личность, это великолепно, это гармония. Есть и признание, и слава. Причем Лана уже однажды даже заявила о том, что завершает свою карьеру и уходит со сцены. Однако некоторое время спустя поняла, что погорячилась и вновь появилась со скрипкой в руках на больших концертных площадках. И как призналась нам в сегодняшнем интервью, впереди много планов, задумок и всевозможных проектов, о которых еще обязательно услышат и у нас в Кыргызстане. Алексей Немашкал, Елена Яковлева, Асхат Ибраимов, НТС. На этом выпуск завершен. Мы по-прежнему продолжаем следить за развитием событий. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Мы же с вами прощаемся. До свидания.